января Верховная Рада Украины признала геноцид черкесского народа Россией. Поздравления черкесским братьям и сестрам от имени премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Дорогие братья и сестры, с величайшей радостью и искренним восхищением обращаюсь к вам, чтобы поздравить с этим знаменательным событием, признанием Верховной Радой Украины геноцида черкесского народа. Это историческое решение стало символом справедливости, которая, пусть и с большим опозданием, но все же находит путь, чтобы дать голос тем, кто долгие годы был лишен права быть услышанным. Мы гордимся, что наш скромный вклад в это великое дело, общее для всех народов Кавказа, нашел свое продолжение и результат в этом признании. Решение Верховной Рады Украины подтверждает, что стремление к правде и свободе сильнее времени, границ и всех препятствий. Это признание стало возможным благодаря нашему с вами единству, совместным усилиям и последовательной работе, начатой еще на конференции, прошедшей 27 мая 2023 года в Киеве, посвященной 105-летию образования Союза Северного Кавказа, Горской Народной Республики. В резолюции этой конференции мы единогласно обратились к президенту Украины и депутатам Верховной Рады с призывом признать продолжающийся геноцид черкесского народа, осудить этнические чистки, осуществляемые Россией, и поддержать право черкесов жить свободно на своей земле. Сегодня мы видим, что наши слова были услышаны. Это важное решение Верховной Рады Украины, не только признание трагической истории черкесского народа, но и мощный сигнал всему миру о том, что борьба за свободу, справедливость и право народов на самоопределение должна продолжаться. Дорогие братья и сестры, мы гордимся вашим стойким духом и непоколебимой верой в справедливость. Пусть это признание станет еще одним шагом на пути к свободе и процветанию черкесского народа. Мы, народы Кавказа, разделяем эту победу вместе с вами, потому что она принадлежит всем нам. С братской поддержкой, уважением и надеждой на дальнейшее укрепление нашего единства Ахмед Закаев, премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия. Постановление Верховной Рады Украины о признании геноцида черкесского народа, совершенного Российской империей, принимая во внимание Конвенцию ООН от 9 декабря 1948 года о предупреждении преступления, геноцида и наказания за него, Гаагскую конвенцию от 18 октября 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, Всеобщую декларацию прав человека и другие договоры и документы ООН по правам человека, учитывая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, учитывая, что этническая чистка черкесских территорий во время Российско-Кавказской войны 1763-1864 годов, в результате которой было физически уничтожено или изгнано с родины более 90% черкесов, была рядом заранее запланированных и жестоких действий с намерением угнетать черкесский народ, подавить его идентичность, умышленно создать для этой этнической группы условия жизни, направленные на ее полное или частичное физическое уничтожение. Принимая во внимание многочисленные официальные документы, подтверждающие преступные действия российских подразделений во время Российско-Кавказской войны 1763-1864 годов по устройству искусственного голода и эпидемии среди мирного населения с целью физического уничтожения черкесов, признавая кабардинцев, черкесов, адыгейцев, шапсугов, которые в настоящее время проживают в Российской Федерации, единым черкесским адыгским народом, наследниками исторической Черкесии, чьи предки пережили геноцид
и были разделены искусственными административными границами. Принимая во внимание, что преступления Российской империи против черкесского и других порабощенных ею народов до сих пор не получили надлежащей правовой и моральной оценки, подчеркивая, что оправдание нынешним российским режимом преступлений предыдущих правящих режимов привело к тому, что сегодня Россия ведет внешнюю и внутреннюю политику, которая имеет следствием международное признание ее государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства для совершения ужасных преступлений против украинского и других народов, принимая во внимание, что нынешний российский режим усиленно рекрутирует представителей порабощенных народов, включая черкесские, для их использования как пушечного мяса в войне с Украиной и продолжает политику физического уничтожения этих народов, осуждая преступные действия репрессивного режима Российской империи, направленные на подчинение народов и осуществление в отношении них колониальной политики, следствием которой стало уничтожение миллионов людей, разрушение социальных основ народов, их вековых традиций, духовной культуры и этнической самобытности, проявляя свою солидарность со всеми порабощенными народами Российской империи и СССР, которые наряду с украинским народом понесли значительные жертвы и страдания вследствие пребывания в общей тюрьме народов, признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении этих народов, учитывая постановление Верховной Рады Кабардино-Балкарии от 7 февраля 1992 года об осуждении геноцида адыгов, черкесов во время Российско-Кавказской войны, учитывая резолюцию парламента Грузии от 20 мая 2011 года о признании геноцида черкесов, совершенного Российской империей, реагируя на обращение представителей черкесского национального движения в Верховную Раду Украины от 7 июня 2024 года, Верховная Рада Украины постановляет признать, что массовое уничтожение черкесов-адыгов и их насильственное изгнание с исторической родины в Османскую империю в период Российско-Кавказской войны 1763-1864 годов имеют все признаки геноцида, и что если бы такие преступления были совершены сегодня, то они безоговорочно были бы признаны нарушением 4-й Гаагской конвенции от 10 октября 1907 года и актом геноцида в соответствии с Конвенцией ООН от 9 декабря 1948 года. Второе. Почтить память всех жертв этого преступления и выразить свою солидарность черкесским, адыгским народам. Третье. Решительно осудить эти направленные на геноцид действия Российской империи, которые привели к гибели сотен тысяч черкесов, нанесли значительный ущерб основам черкесского общества и большие потери человечеству. Четвертое. Призвать все страны и международные организации, которые еще не признали массовое уничтожение черкесов геноцидом, сделать это, призвать Российскую Федерацию официально признать это преступление и извиниться за него. Пятое. Поручить правительству Украины призвать правительства других стран способствовать осведомленности об этом и других преступлениях, совершенных Российской империей, путем развития знаний о них в образовательных и исследовательских программах, осудить попытки искажения нынешним российским режимом исторических фактов для поддержки идеологии, угнетения и агрессии, признать право черкесского адыгского народа в диаспоре на репатриацию на земли бывшего расселения в северо-западной части Кавказа с последующей реализацией права на национальное самоопределение на своей исторической территории. Восьмое. Поручить соответствующим службам Верховной Рады Украины немедленно перевести и обнародовать это постановление на черкесском, английском и русском языках. Девятое. Поручить председателю Верховной Рады Украины направить это постановление президенту и правительству Украины, Европейскому парламенту, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, генеральному секретарю ООН, постоянному форуму ООН по вопросам коренных народов, парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, парламентской ассамблеи Совета Европы и генеральному секретарю Совета Европы. Десятое. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Председателя Верховной Рады Украины Стефанчук.